Футболисты сборной России сыграли в ничью со счетом 0-0 с командой Венгрии в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Команды встретились второй раз в рамках предварительной стадии турнира. В первой игре, которая прошла в Будапеште, подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 3-2. Россияне продолжают возглавлять турнирную таблицу группы 3 Лиги Б. В их активе 8 очков после 4 туров. Венгры располагаются на второй строке, набрав 7 пунктов. Далее идут турки и сербы, у которых 3 и 2 балла соответственно. В следующем матче российские футболисты в гостях сыграют со сборной Турции. Встреча состоится 15 ноября. Российский баскетбольный клуб «Уникс» одержал победу над сербским «Партизаном» в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 93-70. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий российского клуба Айзия Кенан, набравший 23 очка. У сербов самым точным был Никола Янкович, на его счету 12 баллов. «Уникс» занимает второе место в таблице турнира, имея в активе 2 победы. «Партизан» идет третьим, победив в одной игре. В следующем матче регулярки российские баскетболисты в гостях сыграет с французским «Буром», а сербы на выезде встретятся с турецким «Башакшехиром». Хельсинский Йокерит победил московский ЦСКА со счетом 5-2 в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил Никлас Йенсен. По одной шайбе забросили Петр Регин, Иро Покаринен и Джон Норман. У армейцев отличились Антон Слепишов и Мэтт Робинсон. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице западной конференции, имея в активе 25 очков. Йокерит идет на 6-й строке, набрав 17 пунктов. В следующем матче армейцы на своем льду примут петербургский СКА, а финский клуб в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью». Россиянин Даниил Медведев победил француза Ришара Гаске в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, проходящем в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3-6, 6-3, 6-0. В следующем круге россиянин встретится с американцем Рейли Апелкой. В данный момент Медведев занимает 6-е место в рейтинге ATP. На его счету 7 побед на турнирах под эгидой данной организации. Его высшим достижением на турнирах серии «Большого шлема» является выход в финал открытого чемпионата США. Турнир в Санкт-Петербурге завершится 18 октября. Российский боксер Мурат Гасиев проведет дебютный поединок в супертяжелом весе против албанца Сефара Сафери. Изначально россиянин должен был встретиться с американцем Кевином Джонсоном 31 октября в Сочи. Однако он отказался от поединка. Дата боя с Сафери пока неизвестна. В активе бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе 27-летнего Гасиева 26 побед и 1 поражение. На счету 41-летнего Сафери 24 победы, 3 поражения и 1 ничья. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянин Владимир Аленов получил вызов в сборную России по гиревому спорту для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает ЕСЯ. Напомним, Аленов в сентябре первым из якутян стал бронзовым призером чемпионата России в весовой категории до 68 килограммов, выполнив 73 подъема в длинном цикле. В этой же дисциплине якутянин выступит и на мировом первенстве, которое пройдет с 19 по 23 ноября в Санкт-Петербурге. Накануне из жизни ушел заслуженный тренер Якутии и России по боксу Артур Пахомов. На протяжении многих лет Артур Иннокентьевич был главным тренером сборной республики, а также личным наставником титулованных боксеров, как Георгий Балакшин и Василий Егоров. За выдающиеся достижения в тренерской деятельности Артур Пахомов был удостоен звания «Заслуженный тренер России», признавался лучшим тренером Дальневосточного федерального округа, награждался знаком отличия «Гражданская доблесть», нагрудными знаками за заслуги в развитии бокса в республике и другими почетными наградами. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!